Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. В Магасе прошло торжественное мероприятие. Думать надо только о хорошем. Простые истины в борьбе с террором. Беседа на тему общего благополучия в выпуске. В России создадут единую базу страхования автовладельцев. С этим предложением выступил Минфин страны. Спецпроект под наблюдением. В Яндере кое-где ждут нормального энергоснабжения, ну а в Сунже сетуют на беспорядочные остановки транспорта. Прочность – верный показатель. Напомним о заводе по производству полимерных труб в Карабулаке. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. Долгие годы этот праздник был известен как День милиции. История праздничной даты берет свое начало с 1715 года. Именно тогда по указу Петра I в России была создана служба охраны общественного порядка, которую назвали полицией. Энусбек Евкуров поздравил сегодня с профессиональным праздником всех сотрудников, вручил приветственный адрес и подарок министру. Затем в Малом зале поздравил весь офицерский состав МВД, а также ветеранов. Руководитель региона отметил, что органы правопорядка обеспечивают безопасность жителей республики, эффективно противостоят террористическим угрозам и часто предупреждают их появление. Всех благ, здоровья, успехов. Ну и, конечно, к моему имени поздравить и ветеранов, и весь коллектив. Ну и, конечно, я уверен, что вчера и позавчера и сегодня буду посещать разные отделы. Я в вашем лице обращаюсь ко всем сотрудникам органов полиции МВД по Республике Ингушетия, ко всем ветеранам, к родным и близким наших погибших боевых товарищей, ко всем, которые пострадали, получили увечья, находятся и на больничной койке, и в инвалидных колясках. Сегодня профессиональный праздник. Хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать успехов, здоровья, всего самого наилучшего. И еще раз сказать огромное спасибо от себя лично, от всех жителей Республики Ингушетия за то, что вы делаете, за то, что вы сохраняете общественный порядок, за то, что вы даете отпор достойно любым проявлениям преступности, в том числе, к сожалению, и террористической, экстремистской направленности. И дальше руководство страны и МВД страны будет, конечно, уделять самое пристальное внимание, в том числе и вам, и другим людям в погонах, которые выполняют задачу по обеспечению обороноспособности нашей великой страны. Поэтому вас всех с праздником. Я уверен, что начальник ГОВОДа, РОВОДа, те ветеранские организации, которые сегодня есть и в МВД по республике, и при ГОВОДе, РОВОДе, они и 8-го, и вчера, и сегодня посетят в обязательном порядке семьи наших погибших товарищей. Тех товарищей, которые сегодня прикованы к постели, к инвалидным коляскам. Это дорогого стоит, это надо делать. И тоже просил бы вас, и кадровую службу, которая за это отвечает, ни одну семью не пропустить, не упустить. Должны в такие дни посещать, это святое. Поэтому на это надо обращать очень серьезное внимание. День полиции посвящен всем сотрудникам органов внутренних дел страны в благодарность за их мужественный и опасный труд, связанный с обеспечением правопорядка. Праздник уже давно перерос рамки ведомства и стал общенародным. Сегодня в Магасе в МВД прошло торжественное мероприятие. Мака Килиматова расскажет подробно. Актовый зал МВД переполнен. Для виновников торжества это день возможности развеяться и отойти от привычных рабочих будней. Свой профессиональный праздник в кругу коллег отмечает и Магомед Зортов. В органах он работает уже 25 лет. К этому он стремился с самого детства. Я с детства любил милицию тогда. Я помню, у нас был участковый Типсаев Ваха. Я все время, он ездил на мотоцикле, я сам с села Галашки, и любил участкового, все время с ним в мотоцикле ездил, носил его фуражку. Это у меня
с детства. Я люблю свою работу, любил милицию с детства и люблю. Ни одного дня не жалел. Я рад, что я сотрудник органов внутренних дел. Ну а Рустам Гандалой с 2000 года успел отметиться трудовыми успехами на различных должностях оперативной службы. В том, что он на своем месте, ничуть не сомневается. Вообще мечтал или служить в армии, или работать в органах внутренних дел. Занимался спортом и шел я очень долго к этому шел. Ни одного дня своей службы я не жалел в выбранном пути. И думаю, что буду дальше работать на благо нашей Родины, нашей Республики Ингушетия, на благо нашего народа. Открывают праздничное мероприятие юноармейцы. Для этих ребят, те, кто сидят сегодня в зале, большой пример для подражания. Сегодня здесь отмечают наиболее отличившихся сотрудников, вручают медали, почетные грамоты и благодарности. В этот день чествуют не только живых сотрудников службы, но и тех, кого уже нет с нами. В их память минута молчания. В музее МВД хранятся фотографии более 400 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Память погибших товарищей минутой молчания. Перед Министерством внутренних дел стоят непростые задачи. Борьба с экстремизмом, наркобизнесом, коррупцией, незаконной миграцией. И это далеко не все направления, где общество ждет решительных действий. Благодаря вашей эффективной работе стало спокойнее на улицах, повышается уровень защищенности граждан. И как результат растет престиж службы. Каким должен быть полицейский и кем станет в будущем, Катя Косенко знает наверняка. Сегодня она в числе многих отдает дань уважения отцу. Он погиб при исполнении. Ее мама также работает в МВД. Полицейский должен быть честным, служить народу, быть отзывчивым. Репертуар песен подобран не случайно. Артисты поют о любви к родине и о мужественных сынах Отечества. Но чаще всего звучат веселые и душевные мотивы. У памятника погибшим сотрудникам возложили цветы, а военные подразделения прошлись торжественным маршем, отдавая дань уважения тем, кто ушел навечно, покрыв славой свои имена. Мака Келиматова, Рахман Цуров, Новости 24. Во всех мечетях республики сегодня во время пятничной молитвы провели проповеди на тему терроризма и экстремизма. Все подробности у Юсупа Гилисханова. Трое молодых парней, организовавшие нападение на сотрудников ДПС в Яндаре, по предварительной информации были прихожанами этой мечети города Карабулак. Пятничный намаз вместе со всеми сегодня здесь совершает и глава Ингушетии. В своей проповеди имам отмечает, никто не имеет права убивать и покушаться на жизнь людей, к какой бы религии и конфессии они ни относились. لا أزيدنكم أصولا بشديكاش أغلال نعسن وإن كفرتم إن عذابي لشديد نعسن سا نعمة أشدوح ليوي وأشقابل تدوي وأشدول شكر تدوي أزدي من سعادة شعب دشان يعدال أز سنعمة يولادو عقد دشان سنحكي أدم دقشين دادو لديكاش خنبي بيزش خانة ويزوم مشتقي أخويتها. Юнусбек Евкуров призвал всех прихожан прислушаться к имамам и богословам. Терроризм к исламу не имеет никакого отношения. И истинные ценности религии надо донести до всех, особенно до молодежи, отметил глава региона. از ما ستیاقت امام بیخت بیست، دیجاش نقد بیخت بیست. نو عادلشی باقوم محمد سوالی تو قارت اینا خندی اوج خان باش اوج. لیش خان برش. دوست خان ولی از ولش اوج باهم گویی نخ. هاوگه یاقت راست. از ولش وان خان ولی از وشه. داودش. هاوگه تلفن ده هاتیه. منو واسطیس نوشی کیان هم خندلی. وقل داواج نشان قوة وشفت قوة غداء ديس لوردي شاش لوردي ناخ لوردي
بوصل بيتي كرس بلي ناق مبوا بينا تمخ حي حيقل سوا حي حيقل سوا حاجات تيقول ناق بها لا خاطر بطلع تحتي بيات شد يقوي في اتي ديش سكواش ديبتي والله بوش خاص حيقل بوش ديش انا مبيلك اول خاط ساي ناديش ايش سمتوكي شو خلاوات عن ادلكاش سا امام واس سا ديش سكواش حقوق شويانا شيري غولش غولش كبشان توم بيلجار سا واس ديش دا خاصن ب سرشت دوك تشاشي قد امام جو بيرسكا دلوس خدوش دينا اشتا شو ساعه اللي قصع اللي اخر شكينا حقوقش دلقام صوت ما صوت قام يعطوس كجنا زا خاطر اشتاكي чисто бытовой долхамаш. Halsa kisa okuz sulhaj dok. Ase ustadı bir dok. Dağlandırı vata var dokdu. Aksa ustadı bir dokuz bolsa, ustad kabul bol soğuk. Şol kezga busu. Allah çatsı ver busu. Allah masi geçen bu yar imamı dusur şammasın doğar da çanır. Zemuş kenişna doğardı. Daldan peymer bak sever misin? Değer var. Bakına boş, aç o çı, akal masını ko, mınça bakına boş, aç o böyle malsa mehda, böyle malsa hakim böyle, kert hamyar, aç malsa. Sadat amyar söyledi. Sadat amyar dalgıç dolsun, Benjamin dalgıç dolsun. Se deva, se vali, se deva kalıyorsa. Değer onur var, sunu Abu al-Baghdadi muvat, kaval yosur muyat. Sun daxil bir sadavus lamız olur mart olur dukkalo izya sibiraxın aytsul laqa sagıl malxal besun sun hayım bi hallı Suriye hallı Iraki kaça internetçi çaş ustadlar aşağıda vardı ustad kabul ustad der olur şu an başlığız bolsa diliş bolsa ve kaman buatır bolsa uzbançı ve kaman nakşe busunlar babizunda. Об этом говорят и в Али-Юртовской мечети. Истинные знания о нашей религии никогда не позволят человеку встать на путь терроризма. Пятничную проповедь имам Иса Тичоев начинает с хадиса пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, в котором говорится, люди должны сторониться 7 вещей, к которым относится убийство. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سجوين سك تو سجوين تصندح اليخوج واتش أو فساد في الأرض يلات بوهم بيجواتش والسجوين سك اسحنا تربيعتش لا تعملوا والسجوين شارع تربيز وصل بكرس لا تعملوا أدم دين شارع تربيز سو حد يعشق أنجح. Нападение на сотрудников органов правопорядка, взрыв, самоподрыв – эти страшные слова вновь раздаются по республике. В свою очередь имам Магомед Сали Тичоев отмечает, что жизнь, душа, физическое тело, да и весь окружающий мир – все дано Всевышним во временное пользование, а истинный хозяин всего Аллах, и только Он имеет право лишать кого-то жизни. جهنم جرت بيغدال تنبيقم خالدا فيها دائما استجرت خقولش وغضب الله عليه الله يغزوتن ولعنه دال نالت والتن وعد له عذابا عظيما الله دوق عذاب كيش نتسقى. Каждое слово имама внимательно слушают. Большинство среди прихожан – это молодежь, которые, бесполезной трате времени, предпочитают добиваться довольства Всевышнего, прислушиваться к старшим, не пропускать пятничные встречи. Имам не устает повторять, насколько тяжелым грехом считается убийство одного человека в исламе, которое приравнивается к убийству всего человечества. Терроризм вне ислама и не может быть даже неверной трактовки религии Аллаха. С этим мнением согласны все прихожане мечети. Sen avdulçuna halil diyemde. Heqil dolçuna xey din dolçuna halil diyem astat. Sun haqazar zulüm desek, vusagu, zulüm desek, jojaqogu, zulüm desek, ta'adeler tunxul
شفاعتات ديال جرد ديال الشنجر تون قخيتم بات تنخل ديال الشن شفاعتات تنخل ديال ماستا وإزنياغ ماستا وإزياغ قوس حديتشتر. Больше 10 лет Усман Ганиев является смотрителем мечети. Большую часть своего времени он проводит здесь. Усман считает, что некоторые наивные молодые люди ведутся на поводу у лжепроповедников в просторах интернета. Тогда зарождается эта смута в сознании. أزغمال ديسات واس. وشت ديسات هار بيسم حديث جدوتش وعشرة دياتلوش ديسات وشت دي هناش لقصوم ديانسا. Тема терроризма обсуждалась сегодня во всех мечетях республики, а в центральной мечети Назрани проповедь завершили коллективным дуа по погибшим и раненым от рук террористов. Nis bambara, ochternia aan moschorter Israël, stwan wolus wa miltsaner war zdal gesh dol so, dal yosmal al so wol. Stweint hahaza kert beinaha melkek bejbol babbe dal gesh dol царя масанера. Объединившись воедино, мусульмане Ингушетии показывают, что терроризм в любом проявлении неприемлем. Нападение на пост ДПС в Яндере – это преступление против всего народа. И бороться с этим злом мы должны вместе, сообща. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24. В Магасе прошла встреча заместителя руководителя администрации главы Ингушетии с общественностью. Собравшиеся обсудили ситуацию в регионе, а именно экстремистские проявления среди молодежи. Что толкает некоторых ребят на сомнительный путь и как просветить затуманенное сознание. Репортаж Жаридат Халухоевой. Что заставляет наша молодежь взяться за оружие и как вообще обезопасить себя от различного рода идеологий, связанных с терроризмом и экстремизмом? В связи с недавними событиями эти вопросы стали актуальны как никогда. Почему мы стали отходить от моральных ценностей? Ведь неважно, мусульманин ты или нет. В первую очередь нужно оставаться человеком, которому не дозволено покушаться на чужую жизнь. Надеяться логвать, что тогда им хугил жужит и хугианцан, они обех бачу сыг вера, устигелят надо один венесан ахудианцан. Незнание Корана, недостоверные переводы сур и аятов из священной книги – это то, чем пользуются вербовщики. Собравшиеся отмечают, по каждому вопросу нужно советоваться с имамами и учителями религии, а не бросаться на поиски в интернет и ни в коем случае самим не распространять записи сомнительного содержания. Чтобы избавиться от невежества в обществе, нужно получать знания. Я обращаюсь к молодежи и вообще к нашему обществу, получать знания, изучать религию, прежде чем принять какое-то решение, узнать, какую степень это имеет в исламе. И Аллах Всевышний в Коране говорит: «Вама атакумур расулю фахузуху, вама нахакум анху фантаху». То, что пришел к вам посланник, примите, а то, что он вам запретил, сторонитесь. И чтобы знать, с чем он к нам пришел и что он нам запретил, мы должны изучать его биографию, изучать религию. Учиться на чужих ошибках, получать достоверные знания о религии, заниматься спортом и твердо стоять на ногах. Собравшиеся пришли к выводу, что только так можно получить здоровое общество, свободное от различного влияния. Относительно недавно, 8-10 лет назад, насколько было нестабильно, неспокойно, говоря своими словами, в нашей республике. И какой ценой нам дался этот мир, этот правопорядок, который сегодня у нас есть. И наша обязанность, наш долг сохранять и делать все для того, чтобы наша молодежь развивалась, воспитывалась в рамках толерантного общества, взаимного уважения, веротерпимости. Участники встречи также обратились с призывом к молодежи сохранить мир, который нам очень тяжело дался, соблюдать традиции и обычаи народа, которые учат воспитывать подрастающее поколение в духе покорности своим родителям. Радат Халухоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.
Накануне гендиректор Почты России Николай Подгузов и Юнусбек Евкуров приняли участие в церемонии открытия здания отделения почтовой связи в селении Алиюрт Назранского района. Новое здание не только качественно изменит уровень почтового обслуживания жителей селения, но и существенно улучшит условия труда для коллектива отделения. В отделении почтовой связи можно получить полный комплекс почтовых и коммерческих услуг, включая услуги по доставке почтовых отправлений, пенсий и пособий, подписки на периодические печатные издания. На территории отделения ведется продажа товаров народного потребления. Кроме того, делегация почты посетила несколько почтовых отделений республики и ознакомилась с их работой. Итоги визита Николая Подгузова подвели уже в Магасе, где стороны обсудили деятельность территориальных отделений компании и наметили планы на сотрудничество в будущем. В принципе, с помощью руководства Почты России, вас лично и вашей командой, мы за последние буквально 4 года преобразили в этом плане всю республику. Мы можем говорить, что мы просто сделали здесь в этом плане революцию. Буквально 4 года назад очень было страшно смотреть на состояние Почты России в республике. Здесь огромную помощь нам оказывает Сергей Анатольевич, поэтому Сергей большое спасибо за поддержку. Ну и главное, что в столице республики мы построили великолепно хорошее здание почтамта. И сегодня там успешно, в том числе, работает Почта-банк. Это тоже большая помощь для населения. И те задачи, которые перед нами стоят, вы сегодня слышали отчеты, мы будем делать все, чтобы не подвести вас, как руководителя, в целом руководства, северо-кавказское направление, и держать марку. И, естественно, оправдывать те средства, которые сегодня вкладываете в развитие Почты России в Республике Ингушетия. Огромное спасибо. Сотрудничество Почты России с руководством региона Ингушетия – это, наверное, пример той поддержки региональной, которую мы хотели видеть и в других регионах. Благодаря этому тесному взаимодействию мы, как вы отметили, сумели за несколько лет вывести деятельность Почты России, филиала Почты России в Ингушетии в число лидеров и филиалов Почты России в целом по стране. И сейчас из 54 отделений Почты России в Ингушетии больше половины обновлено. Несколько отделений почтовой связи в совершенно новом формате открыто. И мы, конечно, будем и дальше развивать это сотрудничество. И, конечно, здесь большая роль у директора филиала, который самоотверженно трудится на развитие Почты России. И я от имени руководства Почты России обещаю вам этот формат сотрудничества со стороны нашей почты продолжить и максимально прилагать усилия для того, чтобы развивать Почту России в республике. В России создадут единую базу страхования автовладельца. С этим предложением выступил Минфин страны. Эти данные будут использовать для борьбы с мошенниками и для определения цены полисов. Согласно поправкам ведомства, в страховании создается единая база. Автоматизированная информационная система с данными о договорах страхования по КАСКО и страхованию ответственности автовладельца. Эксперты также предполагают, что в будущем в базу войдут еще данные по ОСАГО – страхованию жизни и медицинскому страхованию. Система будет использоваться при определении коэффициентов к тарифам, а порядок наполнения и эксплуатации базы установит Центробанк. Оголенные сети, слабое напряжение в домах по улице Садовая в Яндере и незаконная парковка общественного транспорта в Сунже. Эти темы сегодня попали в поле зрения нашего корреспондента Индира Манкиева и спецпроект «Под наблюдением». Производится ремонт. Стоит, прямо на трассе стоит. На проезжей части, вернее. Бембулат Аушев уже не в первый раз обращается с просьбой обратить внимание на их проблему. Да только общественный транспорт и ныне там. Автобусы, такси и маршрутки заграждают весь проезд на улице Суворова. Бывали и случаи, когда водители автобусов, не заметив, чуть ли не сбили детей, пытаясь развернуться. Автовокзала нету на данный момент постоянно. Автобусы здесь разгружаются, погрузку делают, маршрут здесь же выполняют, стоянку здесь выполняют.
ремонт данного транспортного средства здесь же выполняют, также мусорят. Водители общественного транспорта с жителями не спорят, а наоборот признают вину. Но что делать и где искать парковку, когда другого выбора перевозчикам просто не оставили? Правильно, люди говорят, что конечно, мы знаем, но тогда вот и Пассажирам тоже неудобно высаживаться на законной автостанции, слишком далеко от центра города, да и переплачивать приходится дважды. Отсюда у нас во всех этих селах, отсюда едут. Нам здесь удобно. В АТХ отмечают, водители расписание движения маршрутов строго соблюдают и на месте не задерживаются больше 5 минут. Но, видимо, тот факт, как только отъезжает один, на место становится другой, в этом случае в расчет просто не берется. В итоге свободной улицы не остается ни на минуту. Весь частный транспорт, и газели, и микроавтобусы, и таксисты отъезжают с территории рынка. Поэтому пассажиры не едут на автовокзал, а прям им удобнее отъезжать с территории рынка на частном транспорте. Поэтому нам приходится по расписанию отъезжать от автовокзала, заезжать на населенный пункт, город Сунжи. И там минут 5-10 они проводят на территории рынка, подсаживают пассажиров и продолжают свой путь по маршруту, по направлению. Местные администрации отмечают, в этой ситуации очень много нюансов, но до конца месяца все же обещают предпринять какие-то меры, чтобы наконец закрыть вопрос. Старым дедовским способом именно вот так вот можно описать ту картину, которую мы вот сейчас вот видим. Сегодня в 21 веке как-то даже странно представить, что такие способы прокладки электричества еще существуют. Столбы деревянные, плюс еще и некоторые самодельные, что еще более усугубляет ситуацию. Сколько им лет, никто и не вспомнит, но зато прекрасно знают, сколько раз ремонтировали и латали столбы. Жители жалуются, что если днем свет горит относительно ярко, то вечером в дома попадает максимально 90 вольт электричества. При норме 220. Живут на Садовой буквально в кромешной темноте. Помимо всего прочего, провода тянутся чуть ли не по земле, столбы слишком низкие, при сильном ветре или дожде беды не миновать. Впрочем, при желании также можно легко и беспрепятственно коснуться рукой электросетей. Детям из-за этого запрещают играть здесь в мяч или подкидывать что-то в небо. Жители негодуют, чревато последствиями. Жители улицы не раз обращались в местную администрацию и в МРСК, но, по всей видимости, решать проблему никто не спешит. А вот плату за электричество взимают в полной мере. Неоднократно телевидение заявление но результат, как мы видим. Рассматривать видеообращения от жителей республики корреспонденты информационно-аналитического отдела намерены и в дальнейшем. Многие вопросы уже успешно решены, но работать в этом направлении будет более эффективнее, если активность сами жители будут проявлять уже на месте по прибытию съемочной группы. От ваших комментариев напрямую зависит оперативность реакции ответственных лиц. Идерман Кива, Рамзан Нуржоев, Новости 24. Трудовые книжки заменят на электронные. В России, по данным Федерального Минтруда, они могут появиться уже в 2019 году. Уже с 1 января, возможно, мы откажемся от бумажной версии трудовой. Как пояснили в министерстве, на сегодняшний день все упирается в формальные вопросы. Так, ведомства должны подготовить свои корректировки и привести в соответствие документы. Гарантия 50 лет. Производительность сырья 7000 тонн в год. Завод по производству полимерных труб в Карабулаке оправдывает все надежды. Ежегодно на предприятии изготавливают продукцию, соответствующую по качеству мировым стандартам. Такие показатели привлекают внимание не только заказчиков из Ингушетии. Завод поставляет продукцию и в другие регионы. Подробности у Зелимхана Калоева. Завод по производству полимерных труб в Карабулаке начал свою работу 3 года назад, и за короткие сроки предприятие уже заявило о себе не только на внутреннем рынке, но и за ее пределами. Ассортимент продукции довольно широк. Эти производственные линии способны делать трубы разного диаметра и удовлетворить запросы любого клиента. С раннего утра и до позднего вечера здесь кипит работа. Сырье у нас помещается в эти силоса, оттуда уже идет на сушилки, сушится сырье. И дальше уже поступает на линию, где 5 этапов, 5 зон расплава, поэтапное расплавление. И дальше уже через экструзионную головку выдувается, куда сразу же сырье
поступает в калибратор, где калибруется, формируется труба. За день завод выпускает около 50 тонн продукции разного диаметра. Прежде чем получить на выходе готовую продукцию, полиэтилен проводит через экструдерную линию. Этот процесс занимает от 15 до 40 минут в зависимости от типа будущей трубы. А заказывают сырье для производства труб в Казани. Там производится самый качественный материал. Неоспоримый плюс полимерных труб — их можно использовать в газовой промышленности, водоснабжении, словом, в любом производстве. Полимерные трубы довольно пластичны, потому в зимнее время, когда внутри них замерзает вода, трубы не лопаются. Они просто увеличиваются в диаметре. Весь завод работает как единый организм. Современная техника дополняет работу квалифицированных сотрудников. У нас на заводе работает 60 человек. Труд человеческий минимальный. Все доведено до автоматизма практически. Ну, кроме погрузки, разгрузки в этот момент. Техника немецкая, компьютерная. Все все работает на автомате. Недавно была достигнута договоренность о поставке труб в соседнюю Чеченскую Республику. Для выполнения самого крупного заказа полимерный завод задействовал всех рабочих и все 3 производственные линии. Работа идет строго по графику. Уже в апреле заказ 300 километров труб должен быть выполнен. Завод построен в рамках федеральной целевой программы в 2013 году. За это время предприятие достойно показало себя на производственном рынке. Более 70% продукции доставляет в «Газпром». О промышленном потенциале региона, заводе полимерных труб, радиаторного и швейного производства говорили также на встрече президента России и главы Ингушетии. Юнусбек Евкуров доложил, что по индексу промышленного производства прогнозируется рост на 109%, что уже говорит о хорошем имидже. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. В производстве все строго. Если на готовой продукции малейшая неровность, ее списывают на брак. На заводе налажена вся система. Каждый рабочий отвечает за свой участок. Потому и не возникает трудностей. Я слежу за всем процессом с данного компьютера. Здесь полностью контролируется весь процесс производства трубы. Регулируются все данные. Вот у нас стоит производительность и скорость данной трубы. Также регулируется температура данных зон. И с этих точек регулируется, какая труба и с какой скоростью она будет двигаться и производиться. Аналога заводу нет на всем Северном Кавказе. Ближайшие предприятия конкурентов находятся в Краснодаре, что дает техстрою большее преимущество в СКФО. Ведь заказчиков у завода уже много, причем за 1,5 года работы создана своя база постоянных клиентов. А с начала года здесь изготовлено около 6000 продукции. Завод полимерных труб, несомненно, гордость промышленного аспекта республики. Это дополнительные рабочие места и качественная продукция, сделанная в Ингушетии. Зелимхан Калоев, Новости 24. Сегодня Всемирный день молодежи. Этот день установлен еще в 1945 году, во время Второй мировой войны, когда молодежь чуть ли не всего мира объединилась для борьбы против фашизма. Поздравил молодежь и глава региона, цитата: «Наша республика всегда была богата талантами молодых людей. Тонко чувствуя пульс времени, вы все активнее участвуете в жизни родной Ингушетии, показываете высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, побеждаете на престижных фестивалях и конкурсах, спортивных соревнованиях. Желаю целеустремленно, творчески, со смелыми идеями и энергией подходить ко всем начинаниям, раскрывать свой потенциал на благо развития республики». Конец цитаты. Активисты из нашей республики недавно приняли участие в Сочинском фестивале. В составе ингушской делегации вошли 45 человек. Молодежь Ингушетии проявляет свою активность, участвуя еще и в других форумах. Например, в этом году на форуме «Машука» от нашего региона было представлено 50 проектов. Более 30 из них получили высокие баллы, что говорит о высоком потенциале будущего региона. Около 200 семей получат помощь от диаспоры турков-месхетинцев. Землевладельцы уже раздают нуждающимся собственноручно выращенные овощи. Сах привезли в Малгобекскую больницу и городскую администрацию. Чуть позже горсовет по списку развезет нуждающимся продукты по домам. О благотворительной акции подробно расскажет Дана Плиева. Ну, смотри, сколько осталось. 5 штук оставишь? Ну, 5 оставляй, да. Полезные овощи, богатые витаминами, лук, капусту, морковь и картошку выгружают целыми мешками. 3 тонны овощей решили разделить на 3 части. И первыми такую благотворительную помощь от диаспоры турков-месхетинцев получает Малгобекская больница. По словам работницы пищебазы, привозят им такие полезные подарки для больных не первый год. Нам привозят в год 1 раз по сезону. Это поближе к осени.
ну, как и сейчас обычно. Такие пожертвования, или по-мусульмански садака, община турков-месхетинцев привозит не только в больницы, но и в другие социальные учреждения. Этому акту доброй воли более 10 лет. Но, по словам главы общины, и этого периода мало, чтобы выразить свою благодарность ингушскому народу. Это рядом ничего. Вот это я вам от всей души говорю. Не думайте, когда нам было очень тяжело, ингуши руку протянули. Еще один адрес – городская администрация, ведь за помощью в основном горожане обращаются именно сюда. Продукты распределяют в социальном отделе и раздают нуждающимся семьям. Такую акцию диаспора проводит несколько раз в год. Традиционно перед праздниками Горб и Мархаш, а помощь от них можно получить в любой момент. Администрация Малгобека помогает и на протяжении всего года. У нас бывают такие, так скажем, форс-мажорные моменты, когда мы действительно можем ему позвонить, сказать, что так и так семья нуждается в помощи. Оставшиеся мешки с овощами разгрузят во дворе одного из представителей горсовета. Затем работники, сверившись со списками, развезут продукты остальным семьям. В этой восточной части города мы тоже знаем людей, которые действительно на самом деле нуждаются. Ну, то, что сегодня здесь выгрузили, будет затарено там пакеты, и, естественно, в течение сегодняшнего-завтрашнего дня будет роздано. Такую помощь получит около 200 семей. Акция продлится еще один день, но, по словам организаторов, она не последняя за этот месяц. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Стал известен полный файт-карт турнира М1 Челлендж 86 «Битва нартов», который пройдет 24 ноября в Дворце спорта «Магаз». Организаторы турнира предлагают любителям смешанных боевых единоборств увлекательный карт из 12 поединков с участием мастеров боевых искусств из Украины, Франции, Азербайджана, Бразилии, Канады, Финляндии, США, Кыргызстана, России. Ингушетию на турнире представит 7 бойцов, а увенчает спортивное шоу «Противостояние» за титул чемпиона М1 Челлендж в полулегком весе. В супербое на рейдж выйдут ингушский боец Хамзат Далгиев и Иван Бухингер. Ну и в завершении. Сегодня жители Финляндии смогли полюбоваться необычным подарком, не иначе, как хозяйки Малахитовой горы. Так небо над ней окрасилось в изумительный изумрудный цвет. Полюбоваться полярным сиянием можно было на севере страны. Запечатлеть этот невероятный пейзаж посчастливилось журналистам издания «Все о Лапландии». Северное сияние – столкновение заряженных частиц солнечного ветра. Длится такое чудо может от нескольких минут до нескольких суток. Напомним, что в прошлом году удивительным феноменом неба любовались и российские жители в Мурманской области. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи.